В конце декабря в 40 километрах от границы с Башкирией в Оренбургской области был зарегистрирован ящур. Сегодня в республике и в нашем районе проводят ряд мероприятий, чтобы не допустить заноса заболевания. Известно, что болезнь может передаваться и человеку. Поэтому за более подробной информацией мы обратились к эпидемиологу Центральной районной больницы Махмуду Габдурафикову. Это острые инфекционные заболевания, вирусная этиология, то есть источником заболевания возбудителем заболевания является вирус. Но характеризуется преимущественно по поражениям кожных покровов, слизистой оболочки. Это обычно проявляется в виде поражения слизистой оболочки рта, носа и уретры. Протекает обычно как ОРВ, острое начало, инкубационный период от начала заболевания до проявления от 2 дней до 12 дней, это в среднем где-то 3-4 дня. Начинается остро, внезапная повышенная температура, интоксикация в виде тошнота, рвота или недомогание, боль в пояснице. Первые 2 дня так появляется гиперемия ротовой полости, где основное это с ротовой полости начинается проявление. Это гиперемия, высыпание мелких пузырьков, и потом это через 2 дня это пузырьки открывается, вместо них появляются эрозионные язвы. Они постепенно сливаются с друг другом и получается обширные эрозионные язвы. Ну, человек заражается от парнокопытных животных, обычно источники являются они природы. Заражается при уходе за животными, при обработке молока. В таких моментах не поражается. Ну, вирус сама по себе природа она устойчивой считается. На шкурах выживаемость вируса где-то 4 недели, а в спецодеждах, кто занимается этим животноводством, у них где-то 3,5 недели. Ящур сама это считается профессиональное заболевание. Обычно заражается в первую очередь, кто ухаживает за копытными животными. Это у нас фермеры, сельскохозяйственные работники. Через употребление в пищу имеется в виду? Да, через при употреблении пищи, особенно дети, когда употребляют молоко, часто заражаются с этим заболеванием. Поэтому в первую очередь надо взять молочные продукты, где проходит ветеринарно-санитарный надзор. После этого надо взять молока. На употребление молочных продуктов от частных лиц, где не проводится ветеринарно-санитарный надзор, чревато заражением ящура. От человека никогда не заражается, только заражается от животных. Если больной человек с вами рядом, вы общаетесь, от него никогда не заражаетесь, только от животных заражаетесь. В чем опасность именно? В чем опасность? Обычно заболевание заканчивается выздоровлением, но в редких случаях заканчивается вторичным осложнением. Вторичное осложнение проявляется в виде присоединения вторичных гнойных инфекций, последующих заканчивающихся сепсисом, гнойным эндокардитом, пневмонией. А так, период выздоровления от 1 недели до 2 недель. Беспокоит это обширные язвы ротовой полости, то, что мешает глотать, говорить речь. В этот период очень много выделяется слюна, это гиперсаливация называется в нашем языке, то, что нормальной машине человека мешает. И сама по себе инфекционный процесс, общее недомогание, повышение температуры, озноб, боль. Метода лечения нету, только симптоматическое лечение, это жаропонижающее и противовоспалительное лечение.